Ребят, доброе утро. На дворе 6 апреля, ребят. И у меня плановые сборы. Сегодня хочу поехать на дальняк. Многие помните, ребят, когда я ездил на вагон, поехал до села, ехал по селу, по дороге и, короче, набирался до леса и шел по реке и ночевал в вагоне, рыбачил на Лима, ребят. Также мы съездили с корешем, с напарником своим, с Ильюхой. Сегодня, ребят, я хочу съездить туда же по весне. Уже такая уже, ребят, такая средняя весна, так скажем, потому что, пару недель, я думаю, лед уже все, хана. И тем самым хочу попробовать порыбачить, ребят, на Лима, щуку. Все-таки весна дает какие-то такие бодряки, ребят, по возможности поймать трофеи. И сегодня, ребят, едем. Большие минусы: у нас снега на дорогах практически нету, а асфальт, естественно, открытый, ребят. И эту дистанцию, ребят, то, что я шел по дороге до села, я пойду по реке полностью, ребят. Весь маршрут будем бить по реке, ребят, по Сысоле. Немного боязно, потому что время уже такое весеннее, ребят. Возможно, какие-то полыни, перекаты. Я как бы те районы даже не знаю, я там даже не был, ребят. Именно что вот идти все именно по реке, вплоть до самого вагона. Приключения интересные, ребят, завораживающие, но я думаю, думал и, короче, решился, ребят. Жду Ларису Юрьевну, сегодня еду я с ней. Да, будет моим напарником. Будем, короче, ребят, пробовать пробираться. Посмотрим, ребят. Немного боязно, но как-то вроде решился. Как обычно на шмурдиках, ребят, беру все. Пила, топоры. Вот сейчас делаю бензин. Бензина беру с собой много, потому что по реке это будет очень много. То бишь, если по дороге это бы срезано было, а по реке каждый поворот надо будет идти. То есть, соответственно, бензин будет гореть. Бензина будет очень много. Так, все наготове. Небольшой мороз с утра. Это нам плюсиком, что все подзамерзло. И будем идти. Короче, ребят, сборы. Жду Лариску. Должна подъехать через час. И будем рвать когти, ребят. Пробовать рыбалить. Живцам моря. Короче, ребят, сразу, ребят, ставим лайкосик. Давайте со мной. Погнали. Ребята, вы готовы? Подзагрузились. Вот так получилось. Тут без такого объемного палатки нету. Там ничего такого. Чисто по факту все. 3 рюкзака, продукты, бензин, спальники, пила. И что-то там еще. Все, стартуем. Местами нам надо проходить. И вот столько воды уже на полях, это просто талый снег. Здесь будет по весне все залито, потому что река вот рядышком. Устье Большой Визинги, как-то пробираемся на устье сейчас. Вот так окольными путями много не проехать, по идее. Но стараемся ехать. Чибисы, ребят, чибисы, везде летают чибисы. Круто. Который у нас уже только остается, это река. Вот мы находимся на устье впадения Большой Визинги в Сысол. И будем сейчас пробираться по реке. Все вверх, вверх, вверх. Ты, Лариска, не боишься? Боюсь. В принципе, нормально. Вон, видишь, что замерзшее. Сейчас скользить будем. Сейчас готовься, сейчас будет большая скорость. Yeah.
решили остановиться, и вот на берегу катер стоит. Это сельский катер, я знаю, в принципе, у кого он, заряженный, он рабочий. Ждет своего сезона. Пойдем, Рис, посмотрим. Сейчас залезем. Ну, такой еще в цвет хаки, слышишь, что Риска сделан. А то уже сами заморачивались. Че, прошу на борт. А я залезу. Я думаю, хозяева не будут ругаться, если мы немножко посмотрим его. Ну, кабина, все как полагается. Два мазовских движка, как я помню, здесь. Ну, хороший аппарат, правда, жрет соляры, блин, проглот. А так судно четкое. Лариса Юрьевна, селфи на память. Едем дальше. Ребят, красота вообще. Летим. Такая полыня, просто стеклышко, ребят. Просто, ну не знаю. Топчем вообще. Вот хороший. На рыбалку такой, да? Двигаться. Но вот только по весне, потому что летом не поездишь, мелкая река. Ну, весной только, да, вот можно двигаться. Банду охотников, рыбаков набрать и ехать. Классно. Ладно, что, прям дальше. Далеко от вагона, но здесь это место, помните, где здесь поймали головля, щука у нас клювала. Здесь сейчас расставим жилички от коряжника. То, что мы по столушке были, ветки, они вмерзли в лед. Короче, вода выходила и замерзла. Сейчас вот вдоль коряжничка установимся вот так вдоль. Посмотрим. Ветерок, да? Ветерок. Ночью мороз будет, да, у нас? Лишь бы это сильного мороза не было. Чтоб не вмерзли, потому что снега нету присыпать. Собирай жалиться, начну разбуривать. Что, ребятки, начинаем. Пока будем устанавливать тычки, возможно, будет сработочка у нас. Вот так, хоп-хоп. Здесь идет бровка, свал, течение вот там идет. Здесь и начнем. Лед немного поменьше, чем на визинге. Вообще достаточно наловлено. Будем надеяться на хороший улов. Так как апрель месяц у нас. Сейчас время такое трофейное. Ребят, ну что, вода поднялась с прошлых разов. Это месяц назад где-то мы, наверное, выезжали. Так нормально, метра 2-3 здесь. Вот. Тут яма, свал хороший. Здесь поставил 1, 2, 3, 4, 5. Прям самые дрова жалятся. А дальше пойдем с тычками. Вот так, на выход на песок, на гальку. Короче, будем, ребят, сегодня брать жестко и уверенно трофейную рыбу. Посмотрим, что у нас получится. Ветер, конечно, погода такая.
Ну, солнышко светит. Пойдем сейчас тычки порубим, посмотрим. Он прорубается с одного раза. Let's go! Ох, ребята, вон здесь наше место. Здесь приезжаем на Лиму, постоянно костровище здесь у нас. Вот рогатульки скрылись. Классно здесь. Здесь вообще атмосфера такая четкая. Блин. Вот здесь, Лариска, мы балдеем. Здесь навес вот делали. Правда, его оторвало льдом, наверное, скорее всего. Вот. А здесь такой пятак. Сидишь, вот здесь возвышенность такая красивая. Классно здесь вообще, здорово. Скала вот эта, мне все нравится. Ладно, буду рубить тычки. Смотрите, это, наверное, месяца 2 назад, когда вот мои следы растаявшие. Вот я рубил под корень тычку. Это вот снега сколько было. Растаяло. Офигеть. О, берег, ребят, уже растаял. Красота. Ну, заодно тут бережок по чуть-чуть. Здесь тропинка идет рыболовная наша. Немножко ивника этого. Многие ругаются, ребят, но мы зарастаем капитально. Это даже не дерево, а просто сорняк, так скажем. Берега все заросшие вообще. Так угодья хоть немножко подправить. Штук хватит, наверное, да? До вербного воскресенья осталось ровно 6 дней. Красавица. Так, ребят, ну что, устанавливаем тычки. Простая, я не знаю, жердь там, скажем так, да, ветка. Ну, чтобы хватало глубины. Обязательно, ребят, промеряю перед каждым забросом. Если хватает, то все хорошо. В данный момент здесь хватает, около 4 метров глубина здесь. Вот навязал поводков разных. Есть сплетенки, есть слезки, тройники, двойники и так далее. Просто поводок разный, 70, 50 сантиметров, 30, ну желательно подлиннее. И вот примерно в районе 10 сантиметров от края ставлю его, делаю 2
петли, чтобы не бегал. Потому что одна петля может растянуться и будет бегать. И все так же наш живец. Без разницы, ребят. Берем и все так же под спиночку. Все, отправляем живца в плавание. Пускай ищет хищника любого. Все. Немного втыкаю. Засыпать нам нечем. Так вот, хотя бы стружкой. Я надеюсь, не сильно промерзнет все это дело. Вот видно, что течение. И живец там у нас плавает. Здесь песок. Посмотрим. Здесь у нас 3 поводочка идет. Попробуем такую. Главное, чтобы живец утащил первый. И все остальное. Первого покрупнее. Чтоб тащил снасть. Сейчас должна пойти. И потом потихоньку остальных. О. Пошел. Давайте плывите. Плывите на воду. Два поводка, да? Да, 2 поводка. Поперли, родные. Так. Как-то так. Что, ребят, с первым местом закончили, доставили тычки, немного жерлиц. Едем дальше, продвигаемся к нашему вагону. Ну, еще пару мест поставим жерлицы, тоже немного тычек. Ну, как обычно, ребят, по старой схеме. Около обеда у нас, ребят, солнце в зените, классно, тепло, но ветер. Ну, едем. Пляжный поворотик, вот он идет. Вот сейчас здесь мы с Ларисой раскидаем жерлицы, тоже тычки. Попробуем. Ну, будем везде смотреть. Так, ну что, опять нехитрая затея. Рубим наши тычки, так называемые. И устанавливаем вот этот поворот, ребят. Жерлицы. Но жерлицы, что мимо, небольшое течение сносит. А тычка хорошо встает и уже нормально. Так, березу не рубим. Берем только ивник, который нам и подходит. Березу не трогаем. Как раз 3 штучки стоят. Топор, конечно, ребята, у меня туповат мальца.
нормальный топор, блин, сломался. А на хороший топор чуть денег жалковато мне, блин. Ну, на фискарь какой-нибудь или еще что-нибудь. Ребята, расстановка полным ходом. Тычки жерлицы. Место классно, перспективное вообще. Ну, на лиме место. Бомба. Глубоко. Ложу на дно, ребят. На лима ловить на дне. Я вообще ни одного оборота не делаю. Чисто поднимаю. Чисто, точнее, на дно ложу. И все. Погнал. Лариска помогает мне. Молодец. Не филонит. Второе место мы сделали с Лариской. Конечно, много нюансов, потому что попадали в мель, в глубину, короче, перебуривались. Ну, едем дальше, ближе уже к вагону, и там еще немножко расставимся и поедем уже наконец-то на вагон, наверное. Время уже сколько, Ларис? 2 часа. 2 часа уже. Времечко-то еще позволяет, так как апрель, день увеличился вообще. Все, ребят, едем дальше. Лосики ходили по зиме, чесал. Да, это лось, 100%. Что-то попробовал, не слазит, не понравилось. Но осину любят они, да. Мужики обычно некоторые валят специально осину для зайцев, для лосей, чтобы сохранялись на объекте. Ну, вместе, на месте, чтобы стояли, не двигались. А здесь бобры, ребят, были. Вон бобры поднимались, где-то здесь живут. Вот еще порезы. Нормальный полисадник такой. Живой, так скажем. Все дела сделано, наконец. Целый день на реке сегодня пробыли. Поработали. Завтра посмотрим, что мы поимеем с этого. Все, едем на вагон. Сейчас пробуем старицу брать. Не знаю, в каком состоянии она. Ну, верхняя вода замерзла, так что поднимемся где-то. Здесь невозможно подняться на берег. Крутые берега. Чтобы не возвращаться далеко, попробуем здесь взять. Ладно. А тут все открыто? Я не знаю, Ларис. Там мы не залетим потом, не? Нам надо с разгона, и чтобы как бы ветки ничего не мешало, блин. В глаз воткнемся, блин. Ну поехали где-то, не знаю. Лед. Встаньте, что ли? Бля, она не укатится? Ну, держу пока. Давай, газуй. Нормально. Хорош.
лед, не поднялись по льду. Прибыли. Приехали. Ну, тут после последнего раза компания, походу, жесткая была. Смотрите, ребят, что наделали. Свежак, просто свежак. Охренеть. Нормально тут жранули, слышь. Вот мы с Илюхой здесь готовили кушать. Тут все расстаяно было уже, я вот эту скатерть вешал. Видно, вот прям здесь дрова пилили. Потому что мы пилили в лесу и привозили на мотособаке. Ладно, что, посмотрим, что в вагоне. Ну, в вагоне вроде нормально все. Более-менее. Бензин сюда пока. Бур достанем. Бур тоже сюда. Жесов главное занести будет, надо будет. Чтобы этот не замерзло. Спальники, сейчас вещи. Потихоньку все занесем. Дровишки приготовим. Нормально будет, заживем. Чай пили. Хозяюшка есть хозяюшка. Полки все повымыло, все вытряхли. Полы, ребят, чистенькие. Все, сейчас культур-мультур у нас будет. Печку растопим. И нормально. Пойдем спальник расстелим. Можно двигаться. Холодильник. Пасха же все-таки. Так, это нам не надо. Это сюда положим. Вода, ребята, вода. В прошлом видели, писали. Полторашки. Я говорю, ребят, вода. Чистая вода. Как говорится, это под нары надо закинуть. Крышку открой. Крышку открой просто полностью. Нет. Ну, щель сделай нормально. Приоткрой. О, вот так, да. И задвинь, чтобы ногами не задевали, да что. Кирпичом прикроешь, Что, трубу? чтобы сегодня вылетало. Ну да, чтобы жарко не было.
Чайковского надо здесь попить. Целый день реально бегаем. Чаевский. Так, тут тапки у нас. Подвесить надо. Туда уберем. Тапки потом наденем вечером. Пока-то на улицу будем бегать. Ну все, здесь потом гаджеты, да не гаджеты. Хороший чаек. Ну, что там за пироги? Дай попробую. Это что такое? Сделала с картошкой и сыром. Да? Вау. Классно. Ребят, перекусили по пирожку. Хорошо стало. Тут целый день работали, бегали, катались, лазили, искали. Ну не знаю, ребят, 3 места мы поставили. Получается, не в одном месте, а вот пораскидались. Посмотрим, что как получится у нас. Буду надеяться, ребят, на трофейную рыбу. По-любому. Сейчас дровишками надо заняться. Правда, ветрище такое здесь наверху. Пришлось заехать по лесу, ребят. Можно было, конечно, стариться замерзшая, но вода вышла, блин, опасно. Тем более с девушкой, как бы, ну, нежелательно провалиться, потому что мало ли доставать надо будет, там, раздеваться и так далее. Блин, не хотелось. Ну, вернулись, короче. Лучше литр бензина жестче, чем геморрой себе устроить. Ладно, сейчас съезжу, посмотрю сушину где-нибудь, пельнякаем, дровишек заготовим. Ну и уже будем устраиваться к вечерушке, так скажем. Ну и готовить ужин, ночевать и так далее. Вроде нашел, ребята. Стоят сушинки. Болото, блин. Не замерзло. Сушин тут море, ребят. Он стоит здоровенно, он валяется, может даже не пилить. Вообще какая кобыла стоит, он еще кобыла стоит. Он упала даже. Сушин море, ребят. Так, достаем. Бензинчик есть у нас. Бензинчик есть. Сейчас чирякнем. Ну вот, готово. Сейчас такие на 1,5 сделаю, на 2 метра, чтобы легче было таскать мотособаки. И там распилякаем уже на чурочке. Так, говорит, вот клево, а вот так нормально.
все, готово. Давай, Лариска, затаривай. Сюда? Туда можно, да. В смысле подсохли? Это вообще-то сушняк, если что. Че думаешь, я тебе сырое напилил? Куда ешь, мать? Да, сырыми ты бы в жизнь бы тут ничего не сделал. Аккуратно, занозу не запусти. Топулечки, тулечки. Все, можно раздеться, сразу бушлат уберу. Ножик встану. О! Ага. Уже надо кто-то убирать. Нет, чулки достану сушить. Вон сырые, важные. Везде разделись, все повесили сушить. Распаковываемся потихонечку. Ну что, как обычно, ресторан от Ларисы Юрьевны, наверное. Что-то сегодня вкусненькое приготовят по-любому. Готовить сегодня будет Андрей Викторович. Ну, а ассистировать ты будешь что-то? Да, я только буду указывать. Ну, давай, попробуем. Ну, как получится. Что, сразу в казан, Лариса, буду ложить? Да, конечно. В целом-то, что у нас сегодня будет? Говяжья, да? Говядина с фасолью. С фасолью. Говядинка с фасолью. Это хорошо. Мусорный пакет надо. Что, как кромсануть? Маленькими кусочками. Маленькими, да? Говядинка это, ребятки. Самое такое. Так, пойдет? Да? Нормально? Так, ну, мяско порезали, ребят. Казанок сколько там? Грамм 300, да? Что нам на двоих-то, в принципе, нормально. Что, ставим на печку? Да, вводить в воду. Вариться. Пускай, ребят, сейчас мы ее отправим. На пару часиков отдыхать будем. Угу. Она не выпарится. Все. Мне нужно, чтобы была вода. Нормал? Если что, потихоньку добавлять будет. Угу. Все. Закрывай крышку. Пошла жара. Пошла жара в жилище. Вот так вот клево. Вот так нормально. Ребят, за прибытие это коньячку-то, как скажем, сам Бог велел. Только мы в коллекцию добавлять не будем, мы увезем с собой. Лариса, 50 капель будешь? Будешь. О, сейчас мы дело отметим. За Налима Никодима. Завтра, надеюсь, снимать треску будем уверенно. Давай, налью чайку. Чайку, ребят, с малиной. Шикарен вообще. Заварной. О. Там сама можешь порезать. Сальца, да? Хлебушек сальца. Сальце, мясце, яйце, говорит. Давай сальца. Я думаю, ребята из Беларуси меня поддержат, слышь.
хлебушек. Хлебушек. Помидорку, да, можно. Соль вон есть. С солюшкой. Может, доставим, да? Да нет, немного рис. Пока. Так. Помидорку. Давай. Может, все-таки тарелку? Давай пока так по-спартански. Ну что, давай, будем. Добрались по реке, как на лодке. Ну да, тут уже неделя, ребята, максимум. Уже транспорт можно будет на прикол ставить. Недели 1,5-2, наверное. И уже все, лед. Сезон закроем точно. Ну ладно, что, за рыбалку, как обычно. Сегодня в красивом месте, интересном. Ну так, в одного здесь вообще тоже интересно. Сколько, считай, 2 раза здесь были. Оба понравилось сразу, в принципе. Не знаю, ну давай. Что, ребят, прошло минут 30-40, наверное. Вот, мяско уже отлично себя показывает. Водички немного осталось. Маслица растительного туда. И закрываем. Сейчас водичку буду разливать в карты. Да, Валик? Рогишь, да? Блин, сразу рвать тоже сходу не как бы нежелательно. Давай бита. Разойдемся с тобой мирно. Играем, ребят, дурака переводного. Вот крестьями зашло. Ну вот откуда ты их взяла? Вольты. Вольты. Подруги. Бита. Расход. Так, а у нас второго ножа нет, да? Алис? Тебе, короче, надо на походы тоже прикупить нож. Потому что, ну, несерьезно. Так, какой-то такой специально тебе подыскать. Ребята, подсоветуйте в комментарии, какой можно. Шефский. Маленький. Нет, вот именно, что он был как бы в кобуре. Понимаешь? Шефский тоже На, может быть в на кобуре. поясе. Сейчас же много всякого можно. Есть сумочки. Я говорю, шефский тоже может быть в кобуре. А, да? Конечно. Ну, ребят, напишите в комментарии, какой нож надо подогнать. И... Шефский. Ты же знаешь, чем я думаю? Ну, я понимаю, да. Вот, ребят, мясо довели вот до такого состояния. Было воды, наверное, немного. Может, стакана 1,5-2. И вот, уже как час, наверное, у нас на медленном таком огоньке. Потому что, ну, явно печка как бы сильно жару не дает. Все это дело делается. Тем более говядина это, ну, это как дичь, ребята, это надо много времени, чем больше, тем вкуснее, по-любому. Вышли полюбоваться закатом. Здесь пеновоздушница классно вообще. И сейчас здесь вот бывшая землянка есть у мужиков. Тоже классное сооружение было когда-то. Ну сейчас уже никак. Сейчас залезем туда, встанем и посмотрим. Давай, о, здорово, слышишь? Вот это видон здесь. Вообще. Ну, ребят, смотрите, какая красота. Пойма, сбоку река. Мощный обрыв, по камере непонятно, но здесь 3 метра, наверное. Больше. Больше, да, и вот река. Андрей Викторович пригласил сюда. Да. Вот видят рыбаки, наверное, охотники и любители активного отдыха.
Очень красиво, здорово. Красивая природа. Уже тем более берега начали открываться. Уже, знаете, мох видно, коряги, вот эти корни. Да. Многие сидят дома с этим карантином. А мы тут по лесу лазим. А нас-то, слушайте, он стринника, сапоги надели. Ладно, у нас там мясо на плите стоит. Пойдем дальше готовить. Ребят, вам было все изыски понятно. Фонарик сюда поставим. Для всего вот этого дела. Да, Варис, что там у нас? Ну так, как помните, помидорки, лучок, морковочка и говядина, ребят, как сейчас уже, наверное. Держи. Полностью, давай. Нет, половину. Блин, у меня ложка не помещается. Да? Ну, с Дай- другой стороной. Дай ножик. С другой стороной. Угу. Полная банка много будет. Половину будешь, да? Все. Что бежугой не мучились. Нет, ты все равно мало положи. Мало думаешь? Смотри, какие краски. Мощные. Перец черный молотый. Ну, стандартно все. Ну, конечно. Конечно, что тут идет, что тут надо. Теперь мы добавляем фасоль. Прям с водичкой. Фасоль белая, да? Да. А есть красная, разница в чем? Ну, красный уже в томат-пасте. Есть и сок красный. Всякое есть. Синяя. В принципе, все, блюдо готово, да? Ну, сейчас немножко. Ну, я имею в виду, больше ничего добавлять не будем. Нет, больше ничего добавлять мы не будем. Ну, все понятно. Чуть не забыли специи добавить. Ну, мы же гурманы, слышишь? Ну, в принципе, это оно все равно в конце варки добавляется. Паприка-то же тоже там есть, там свет свой даст. Правильно? Большой спектр вообще специй. Ребят, дверь открыта у нас. Потому что, ну, многие писали с какого-то видео: Андрюха, почему сидишь, печка топится, а дверь открыта, типа улицу топишь. Нет, ребят. На самом деле тут, ну, эффект бани. Печка железная, то бишь она быстро нагревается, быстро остывает. Соответственно, когда она топится, ну, максимально, очень жарко. И есть всякие преимущества. Сейчас будем трубу потом закрывать, я вам покажу в дальнейшем, как это все будет происходить у нас. Чтобы дрова еле-еле горели. У нас тем более сушняк сегодня один. Сырых дров нету. Так как, ну, не пилил я ничего такого. И дрова сухие, они горят моментально, как бы, и дают жар большой. И вот будем спасаться, потому что, ну, ночью в любом случае дверь закроем, а дышать невозможно будет. Что, ребят, спустя, наверное, 1,5 часа, 2. Ну, мы додали просто жару, просто говядины, просто чтобы она была вообще изумительно. Вот такое блюдо получилось. Это говядина кусок. Ну, понятно, помидоры, морковка, лук. И вот еще вот один момент, это фасоль. Все, ничего, никакой картошки. Все простенько, не очень вкусно. Так что, ребят, сейчас мы это будем дело отведывать. Всем желаю приятного аппетита, ребят, кто сейчас с нами. Давайте тоже по холодильничкам, как обычно. Пошуршали и погнали кушать. Ну, говорится, да, когда сейчас прям скажу, вот реально, да, нет. Мясо? Все нормально. Мясо вообще, да? Все равно классно. Очень. Вообще. А целый день ничего не евший. Уже вечереет. 8 час вечера. Вот уже видно лунище полное. Ребят, смотрите, стоит, если видать, сквозь лес. И вот буквально еще 3 часа назад ломало деревья. Такой ветер был, а сейчас
Просто тишина, штиль вообще капитальный. Сидим, что, поужинали. Вон Лариска у нас мелькает. Короче, ребят, красота, одним словом. Что могу сказать? Здорово. Ну, ждем наступления темноты. И потихоньку, наверное, будем ложиться спать. Так что все здорово, ребят, все классно. Утро. 7 часов утра. Встали, позавтракали. Ну, Лариска обратно легла спать. А я вышел, ребят, погулять немного, подышать свежим воздухом. Морозное такое утрецо. Опять ветер у нас сегодня. Ночью была такая тишина, звезды, ребят, ясно. Под утро опять вьюга, ветер. Ну, солнышко проглядывает, вот погода распогаживается. Здорово. Немного выжидаю, ребят, 8-9, потому что, ну, щука любительница вот в это время выходить. Не буду рано сниматься, так как мы сегодня будем сниматься, проверять и будем сниматься. И немножко выжидаю. Спали, ребят, отлично, вообще шикарно, здорово вообще. Ну, раз в 1,5-2 часа я вставал, подкладывал, потому что, ну, сушняк быстро прогорал. А так в целом классно. Здорово, шикарно, ребят. Блин, не знаю, получится у нас или нет добыть трофея. Но я надеюсь, ребятки. Здорово. Так что оставайтесь с нами, ребят. Сейчас на проверке. Живца еще. Ну, спасибо этому дому. Поедем к другому. Че, садимся, едем.
Идем проверять тычки. Вот у нас по пляжу они установлены. Сейчас проезжали, там жерлицы кое-какие. Есть флажки, есть флажки. Это уже радует. Рыба бегала, ходила. Сейчас потихоньку, вот лед, ребят, смотрите, свежие трещины. Сейчас с Ларисой, кстати, вечером сидели, слышали, как трещит лед. О, косачи. Два косача. Вон они, ребят, смотрите, красавцы. Вон еще подняли. Вон еще, ребят. Видали? Сидели здесь, гуляли. Вон, подняли. Пошли. Пошли они. Ну, атаковать-то еще рано, но факт в том, что уже все, есть активность. Ладно, ребят, сейчас будем смотреть. Замерзло, не замерзло у нас. Дело все. Ночью морозик небольшой был. Сейчас будем смотреть. Первая тычка, ребят. Ну вот видно, что промерзло маленько. Но сильно не засыпали, потому что нечем засыпать. Так хорошенько промерзло. Да. Вот почему преимущество тычки, то что можно обрубить ее, понимаешь? Не боясь там, что ты леску навредишь и так далее. По этому ряду тычки не сработана ни одна. Ну непонятно, вот у нас вот десяток жилиц стоит. 4 сработки, ребят. Сейчас с самого конца начнем. Посмотрим. Перехлёст тут видно. Сейчас посмотрим. Ребят. Первая сработана жерлица. Полная вымотка. Как-нибудь отдолбим аккуратно. А лунка, наверное, замерзла. Снега нету, блин, вот это плохо. Но не особо. Дай черпак мне этот. Нету никого. Вымотала полностью. Трава, грязь. Это у нас живец был через жабру, да? Ага. Ну, большие вот покусы. Кто-то держал, знаешь, наподобие как окуня. Посмотрим. Тут кого-то завела. Нет, пошла. Ох, что-то хорошее, Ларис. Труба не достанем. Не достанем, лунку не заведем. Ебать там нахуй. Слышь, там что-то вообще монстрило. Ох, 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 ох. Ох. Там вообще зверь. Лунку не заведем. Что делать будем? Разбуривать надо. Подержи. Спускай аккуратно. Не давай это как его. Ребят, трофей. Надо лунку разбуривать. Рубить. Буду тащить нас по слабину давай, ладно? Что-то здоровое, короче, сота лунка у нас. Блин, не заведем нифига. Леска тонкая. Сейчас разбуривать буду. Фух. Ну наконец-то взяли что-то. Брыкается? Вот так.
налим. Так, леску. Туда отойди, леску натяни. Сюда? Туда. Ну давай туда. Ага. Так, одну сделали. Теперь надо вторую делать. Подрубить так, потом сделать, да? Не получится, наверное. Потом вот это все надо будет нам с тобой ломать. Леску натяни только. Лунки подвинем, а я в ту лунку засуну и этот. Ух, там слоняра, блин, вообще капитальный. Леска тут еще такая тонюсенькая. Ага. Это налим по ощущениям, слышь. Топор убери от лески. Вообще там конь, блин, слышь. Не знаю, сколько тут вымотано. Ну-ка, вроде поджал его. Сейчас посмотрю. Нет, нету. Нет еще? Ну-ка, так. Еле-еле идем. Блин, там вообще кабан, слышь. Что делать? Ни багра, ничего нету. Короче, ребят, не достали мы нифига. Оборвали мы все тут на свете. Без комментариев. А ничего, леска это просто без ничего. Просто так пускай будет. Ё-моё. Тут что у нас? А тут перехлёст, смотри, Лариска. Так вроде что-то помотало. Непонятно. Держи-ка. Блин, так хорошо промерзло, ну что ли, за ночь. Снега вроде немножко. Так, тут у нас рыба ловит. Ага, опять? Издеваться будешь? Сейчас посмотрим. Вроде рыба, по ощущениям. Сейчас посмотрим. Да, рыба. По ощущениям, что рыба. Да, давай, заходи. Заходи. Налим. Ну, слава Богу, блин. Аллилуйя. Взяли, ребят. Такой килограмма 2, да, Лариска? Какой красавец. А там вообще кабан был, слышь, я тебе скажу. Ой, блин. Улыбочку, господин. Так, у меня тут ничего нету. Все-таки взяли одного, да, Лариска? Красавца. Там вообще дудин был. Так что этот бровка рабочая. На крайняк. Все правильно сделали. Да, где-то кило 800, около 2. Есть парняга.
здоровая. Ну взяли мы красавчика. Хорошего на лемяху. А там вообще братан Балан был вообще капитальный. Блин, вообще мучились. Потом возле лунки щелк. Леска 0,3 не выдержала. Такие дела. Едем дальше, на следующее место, там будем смотреть. Ветрище, правда, страшное. Ребят, такой пошел циклонище. Как раз в сторону дома, блин. О, говорится, хороший кабан вообще. Ого. Такой же, слышь. Лубочку парень. Да. Ну, блин, по красоте. Вообще по красоте. Свет. Здесь, ребят, 3 штучки только поставили. Я говорю, Борис, давай попробуем, говорю, этот поискать налима. И весь как достойный налим. Такой же прям братец. Вот наша плотва. Вот она переварена. Крючок где-то там. Сейчас надо операцию смотреть. Будем делать. Смотри, сколько певок в жабрах. Смотри, это все певки. Вон, видишь, вот они стоят. Ага. Ну это нормальная штука налима, в принципе. Сейчас будем, ребят, доставать крючок. Блин, они, наверное, одинаковые, да, Борис? Но вообще два брата. Но этот, правда, пожирнее, бродяга. Смотри, какое у него брюхо. Видала? Это такой более спортивный. Этот жирный. Ладно, у нас тут еще одна стоит. В плане тычек, ребят, вот такие моменты, вот можно их прорубать. Многие говорят, а что, леска, не леска? Попробуйте, ребята, одну достать вот так, чтобы ничего не обрубить. А здесь можно не бояться. Все, обрубил спокойно. Расшевелил вот так луночку. Ну, конечно, лунка сотая. Надо под такую рыбалку побольше луночку. О, еще один черныш. Ну, ямочный сопляк. Так, подожди, бродяга. Если нормально все, то мы тебя отпустим. А если ты далеко, о, ребят, без вариантов. Брать будем. Будем брать. Какой-то черный, ребят. Ямочный. Эти-то получается песчаные. А этот черный. Подержи пакет. Хорошая налима, да. Базара ноль. Трофейная рыбалка. Ребят, этот плесик нас порадовал двумя. Одним красавцем, одного, ну, жареных. Ну, кто, ребят, налима не рыбачил, не поймет, потому что глотает для кишков вообще капитально. Тем более за ночь. Я даже были такие моменты, то что вот уже поймали на крючок, положили, он уже на льду лежит и доедает. Ну, он все равно жрет, доедает. Уже, как говорится, мертвый, грубо говоря, а все равно доедает. 3 доночки у нас здесь были, 3 тычки. Едем на самый последний, где у нас жерлицы стоят. Тычки там расставлены. Но мы там ставку делали на щуку, посмотрим. Погода страшная, циклоны вон идут такие, весенние.
Ну, едем дальше, на последнюю точку. Да, вот это ямы коряжника. Здесь у нас стычки стоят. И вот мы тут 6 жерлиц поставили в этом пятаке. Ну, вот один флаг у нас есть. Остальные, ну, молча. Посмотрим, что да как. Ну, вымотки нету. Скорее всего, щука просто сдернула, или окунь, или есть. Да, пустая. Никого нету. Надо эту штучку. Да? Да? Угу. Что-то вообще ничего нету. Ага, сбила, ребят, живца. Трава, блин. Ну вот. Ну, будем надеяться на жерлице. Циклон, ребят. Ой, на жерлице, на тычке. Циклон, конечно, страшный. Это была инициатива у Лариски. Она сказала, давай возле берега одну поставим. Сейчас посмотрим ее на лунку, тычку. Ларис, что-то есть у тебя тут? На твоей лунке. Ох, блин. Кабан, блин. Вот посмотри, какой он красавчик. Ух. Вот видишь? Слушать надо женщин. Да, 5. Слышь, вообще чернявый, смотри. Чернобровый. Это мой трофей. Да, немного к берегу отошли, смотри. Пожалуйста. А на тычку сразу не поймешь, короче. Лед трещит, ребята, страшно. Такой неприятный звук, да? Тоже красавец, но этот, ребят, черный. Красавцы вообще. Сейчас будем оцеплять. Тоже ближе к берегу уже. Тоже чуть ближе к берегу, да? Да. Тут даже намного уже ближе. Да. Немного тут промахнулись. Точнее, я промахнулся. А ты молодец, посоветовал. Ты зато там молодец, перебурился. Там я перебурился, да, и И поймали. поймали. Ну, жареных, да? Нормальный налим. Ух ты. Вот тут щука, Ларис. Срез, ребята. Смотрите. Тут щука была, которую я ожидал здесь, на этом месте. Вот, пожалуйста. Не выдержала аж плетенка. Шнур обрезала. Была кто-то. Хищник был. Ребят, буду выдвигаться. Вот такой уловчик у нас. Красавцы вообще, ребята. Весенние налимы. Черные. Вот песчаные. Достойные вообще бродяги. Да, Лариска? Да. Ты довольна? Очень. Понравилось? Мне тоже понравилось. Вчера целый день поработали, вечером отдохнули, ребят, выспались. А сегодня пожар. Взяли то, что хотели, ребят. Так и планировалось. Очень, очень классно, очень здорово, ребят. Вкусная рыба на самом деле. Так что, ребят, желаю всем хороших уловов, как обычно, ребят. Будем собираться домой. Погода плохая, так что дергаем домой. Положу.
Девочки. Да, кабанчики вообще достойные. Самый вкусный, ребят, налимы 2 килограмма. Я не знаю, вот там люди ловят по 5, по 7, но это резина уже. На самом деле вот эти жаренки, вот эти самые вкусняхи. Ну-ка. Нормально трески, слышишь? Завяжи.